Здравствуйте. Эфир телеканала «Россия-1» продолжает программа «Прямой разговор». И сегодня о жизни столицы мы поговорим с главой города Айсеном Николаевым. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, телефон студии остается прежним 320202. Мы работаем в прямом эфире и ждем ваших звонков. Айсен Сергеевич, весна в городе в самом разгаре. Как коммунальщики справляются с пропуском талых вод в Якутске? Работы идут планово. По линии Якутдурстроя все работы по очистке от снега водопропускных лотков, пропарки лотков идут в плановом режиме. Никаких там отставаний, никаких там ЧС у нас нет, к счастью. Стационарные наши насосные станции также практически готовы уже и начали работать. Здесь особых проблем я не вижу. Постоянно на линию у нас выходят также 19 фекалок для того, чтобы как раз пониженных мест при сигналах о возможном подтоплении жилых домов в деревянном жилом фонде, чтобы оперативно работать, 19 машин у нас работают. Конечно, сигналы поступают, в том числе и в мой адрес. С Мархи поступали, с Айсарского округа. Достаточно оперативно все-таки решения принимаются и работы проводятся. В целом, я считаю, что с учетом того, что подготовительная работа у нас и в зимний период, и в начале весны все были проведены коммунальными службами в таком, я хочу сказать, на хорошем уровне. Сегодня проблем таких особенностей, как были раньше, помните, когда там у нас и центральные улицы были подтоплены, и десятками были адреса, с которых постоянно приходили сигналы о подтоплении жилых домов. Такого сейчас у нас нет. Айсен Сергеевич, и как столица и пригороды готовятся к предстоящему весеннему паводку? Якутский гидрометцентр озвучил предварительные прогнозы, чего ждать, к чему готовиться. Вчера я провел заседание по подготовке пропуску паводковых вод с участием федеральных, республиканских, наших городских служб. По прогнозам метеорологов мы ожидаем вскрытия реки Лена в районе города Якутска 13-15 мая. То есть это примерно на уровне прошлого года. Если кто не помнит, то в прошлом году Лена у нас здесь скрылась под городом Якутском 12 мая. Толщина льда, она опять же в норме, не превышает многолетних средних показателей. Температурный режим, который сейчас у нас в республике есть и в городе, он показывает, что сейчас апрель у нас градусов на 5-6 теплее, чем обычно. Правда, в начале следующей недели будет определенное похолодание, возможен даже снег. С учетом того, что днем все равно будет тепло, то есть это не будет такая длительное похолодание, которое способно привести к каким-то изменениям уже по вскрытию наших рек. Хочу отметить, что также из-за того, что снега у нас в Центральной Якутии в целом не так много, то по малым рекам, например, мы не ожидаем никаких неожиданностей. Подтоплений, никаких таких наводнений у нас не ожидается. По району города Якутска, как всегда, у нас возможны заторы в районе Кангаласского мыса, ниже по течению в Намском районе, в районе Партизан, Идей. И Табага нас тоже, конечно, тревожит, потому что в прошлом году у нас там была достаточно такая практически критическая ситуация в определенный момент. Но в целом все службы готовы, силы развернуты, запасы стройматериалов, инертных материалов готовятся, пункты временного размещения также уже в принципе определены, контракты на питание в случае возможных ЧС тоже уже заключены, подсчет жителей в зоне возможного затопления под Иркалаху тоже сейчас проведен, поэтому мы готовы к вскрытию реки, но, конечно, бы хотелось надеяться и верить, мы верим в то, что обойдется без применения всех наших сил и служб при подтоплении. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон студии 320202. У нас есть первый звонок. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. На каком этапе сейчас подготовка к строительству 17-го квартала? А то люди переживают, боятся, что ничего так и не будет сделано. Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень актуальный. Да, это актуальный вопрос для тысяч жителей нашего города. Здесь я хочу сказать, что в принципе работы все у нас идут. Конечно, определенная задержка, несколько месяцев у нас есть, но она объективная, как объясняют нам наши партнеры, китайская корпорация «Жуда». На сегодняшний день работы по оформлению земельных участков у них закончены. Участок первого этапа строительства определен.
работы там по переносу насосной станции, по сносу старых зданий, которые там на этом участке были, они все проведены. И сейчас документы как раз на нулевой цикл по первому этапу, они уже находятся на госэкспертизе. Ну и как компания Джода нас уверяет, в эти дни они должны уже получить заключение. И в случае положительного заключения госэкспертизы, а я надеюсь, что оно будет положительным, они обещают до конца апреля уже начать строительство, вбить первую сваю в долгожданное строительство 2, 4, 17 кварталов. Первый этап — это 30 тысяч квадратных метров. Александр Сергеевич сообщает, что еще один звонок поступил. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте, Александр Сергеевич. Скажите, пожалуйста, мы вот уже попали в печальную статистику по дорогам, и поменяется ли ситуация вообще наконец-то в городе? Спасибо за вопрос. Ну, я, как и многие жители города Якутска, вот из телевизоров узнал, что у нас, оказывается, приезжал в прошлом году Народный фронт. Инспекции, они по каким-то своим методикам определяли состояние улиц, ну и нас там третьими с конца в Российской Федерации определили. Конечно, я как глава не особо с этим согласен, так, потому что, еще раз, результаты я не видел, не могу сказать, насколько это объективно. Хотя, конечно, сказать, что у нас дороги хорошие, у меня тоже язык не поворачивается, потому что не самые лучшие у нас дороги, так, это, конечно, так. Вместе с тем у нас огромная работа проведена вот с 2012 года по улучшению качества дорог. 40 с лишним километров на средства республиканского и городского бюджета отремонтированы. Вот. И, конечно же, это привело к тому, что вот центральная часть города у нас практически, я считаю, что уже в нормальном состоянии. И не только центральная, но и вот тот же Покровский тракт, та же улица Экспериментальная, тоже Сергеляхское шоссе. То есть далеко не центр, но эти улицы тоже вспомнить, какими они были в 2011 году и сейчас, это, конечно, небо и земля. Вот. Вместе с тем мы не обольщаемся, мы работу продолжаем. В этом году у нас 13 километров, в том числе такие объекты, вот как Автодорожная, Дежнева, Кузьмина, начало работ по Объездному шоссе, то есть по тем улицам, которые у нас, к сожалению, и в центре, и на окраинах находятся в не очень хорошем состоянии. И работы по ним вот в этом году, я надеюсь, тоже будут все проведены в сроки. С Дорисом у нас договор вот по дорогам есть, тем более, что по линии подготовки к Детней Азии выделили дополнительно 70 миллионов рублей, и на них будут отремонтированы участки дорог вот в центральной части города, Попояркова, Аюнского, Кулаковского, Петровского, то есть те дороги, которые ремонтировались более 10 лет назад. По ним тоже сейчас назрела необходимость уже ремонтные работы серьезные провести. Поэтому по уличной дорожной сети мы и дальше будем работать. И я надеюсь, что уже в следующий раз мы из печального списка худших дорог уйдем. Конечно, пока, может, лучшими не будем, но будем далеко не худшими. Александр Сергеевич, вот по Тасеру Кангаласа какие новости, изменения есть и вообще что сейчас там происходит? По Тасер Кангаласа идут плановые работы. Буквально вчера у главы республики было заседание по данному вопросу с участием руководства правительства, руководителя Тасер, управляющей компании Тасер Кангалас и меня. Мы определили пути дальнейшей работы по ускорению работ. Проблемы там практически отсутствуют, все идет по плану. Главой республики дано поручение ускорить работы по подключению по временной схеме электричества, с тем, чтобы резиденты технопарка, которые в этом году уже должны запуститься, более интенсивно могли проводить работу по строительству своих корпусов. Работы там ведутся, и мы надеемся, что 6 первых резидентов уже к 1 сентябрю смогут полностью уже построиться, оснаститься, запуститься, и продукция уже пойдет на рынок города Якутска. То есть, еще раз говорю, здесь особых вопросов нет, все идет по плану. Вот еще раз говорю по электричеству, вчера уже от главы республики в адрес Якутскэнерго, в адрес Тасер Кангаласа поручения поступили, я думаю, что все будет исполнено в сроки. Что касается других вопросов, то главой республики в целях усиления роли государства дано поручение, чтобы Республика Саха-Якутия через Корпорацию развития Якутия и город Якутск выступили также соучредителями управляющей компании Тасер Кангаласа с тем, чтобы блокирующий пакет был у Республики Саха-Якутия. Решение главы будем в ближайшие месяцы уже исполнять. Александр Сергеевич, в марте буквально работала делегация японской компании Hokkaido Corporation. Итогом ее пребывания здесь стало подписание договора по реализации проекта, на мой взгляд, давно нужного нашим горожанам. Расскажите о нем подробнее.
Да, мы подписали соглашение предварительное по строительству в городе Якутске круглогодичного тепличного комплекса, который будет работать на японских технологиях, абсолютно нового для наших условий. Так. Но вместе с тем, эту технологию японская компания Hokkaido International, крупная компания японская, она уже в России реализует. В частности, вот в Хабаровске они уже запустили такой проект. Будут выращиваться огурцы, помидоры, круглый год, зелень. Общая площадь к 2020 году, когда будут построены все очереди этого тепличного комплекса, должна достигнуть 32 тысяч квадратных метров. Этот тепличный комплекс в случае его выхода на полную мощность закроет, по нашим расчетам, примерно 30-35% потребности рынка города Якутска. Я считаю, что это очень ощутимо, очень важно, и, конечно же, это позволит нам, с одной стороны, снизить цены на плодоовощную продукцию, вот что сейчас происходит уже в Хабаровске, а со второй стороны позволит нам, в конце концов, питаться качественной продукцией, потому что, к сожалению, вот та продукция, особенности, которая в зимний период нам поступает, она, не скажу, что вредная, так, но, конечно, витаминов в ней явно не хватает. Так, и вот здесь как раз местная наша продукция, она была бы способна, по крайней мере, китайской продукции сделать серьезную конкуренцию и способствовать и понижению цен, и повышению качества продукции, которую мы с вами потребляем. А с местом уже определились? Да, место будет оно в Тулагино, место определено, японцы приезжали, очень серьезный у них подход, будут применяться не то что современные, а суперсовременные технологии в изготовлении покрытия теплицы, в системе ухода за теплицей, то есть это практически такой, знаете, мини-завод будет. Но японцы очень серьезно подходят, они готовы наших специалистов вывозить в Японию и там обучать работе в этих условиях, потому что это не так, как мы сейчас там ходим с лейкой поливаем, да, там совсем другие технологии, совсем должны быть другие подходы к организации работы. Ну, это плюс дополнительные рабочие места еще. Это, конечно, и налоговые доходы, и рабочие места в том же Тулагино. То есть это с любой точки зрения это очень хороший, нужный проект. И самое главное, что он будет делаться не за счет прямых вливаний республиканского бюджета по сельскому хозяйству или городского бюджета, а будет делаться за счет привлечения средств инвесторов республиканских и международных. Арсений Сергеевич, у нас на связи еще один телезритель. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Арсений Сергеевич. У меня вот такой вопрос. Я молодая мама и очень хочу узнать, действительно ли всем детям до 3 лет будут предоставлять места в детском саду? Спасибо. Спасибо за вопрос. Насчет детей до 3 лет я, к сожалению, здесь не скажу, что эта проблема у нас будет таким образом решаться. Сегодня у нас в городе с помощью правительства мы практически решили проблему для детей от 3 до 7 лет. Вот здесь, конечно, проведена просто колоссальная работа. В этом году будет выдано порядка 7,5 тысяч направлений в детские сады. Работа эта уже началась. Сейчас окружная администрация через СМС-оповещение людей приглашает. Люди уже приходят, получают путевки. Работа идут сейчас по открытию дополнительных групп в многоэтажках, которые у нас были куплены при поддержке правительства в конце прошлого года. Сейчас ремонтные работы закончились, и мы уже 2 объекта открыли, еще на очереди несколько объектов. Всего в эти объекты у нас 600 детей пойдет. Так? Далее мы надеемся, что в инвестбюджете республики те средства, которые предусмотрены на реконструкцию детского сада, точнее, на реконструкцию детского сада в Мархе, на мелиораторах, где сейчас училище, республика нам передала, и там должен быть детский сад открыт. Средства 61 миллион, они в инвестбюджете республики есть, и они, надеюсь, секвестру никакому не подвергнутся и останутся. Это тоже 250 мест будет. По частным детским садам мы ожидаем, что в этом году цифра будет уже 2200. В прошлом году было 1800. В этом году еще сейчас открываются дополнительные группы, и в конечном итоге это достигнет 2200. То есть, еще раз говорю, эти все комплексы этих мер, которые и правительство республики, и городская администрация, и частные, скажем так, детские сады принимают, они должны привести к тому, что проблема по детям от 3 до 7 лет, она должна у нас в городе исчезнуть по очереди детские сады. А что касается до 3 лет, это будем дальше смотреть. Потому что мы не собираемся останавливаться на этом, по той же программе по государственно-частному партнерству, которая в городе уже начала реализовываться. У нас предусмотрено строительство очень крупных детских садов. 2 детских сада, например, у нас появится в
в 10-3 микрорайоне, там один детский сад уже строится, так, будет еще дополнительно 2, то есть 3 детских сада там будут, крупных причем. Ивушка будет строиться по новой, Сырдах будет, в Сырдахе будем строить детский сад. То есть работа эта у нас такая комплексная, она будет продолжаться. И еще раз говорю, мы ставим задачу не только вот от 3 до 7 лет решить, но и в будущем уже вот двигаться для решения тех проблем, которые есть по детям до 3 лет. Арсений Сергеевич, ну вот уже заметно, как город начал готовиться к играм «Дети Азии». Вот какие работы идут и на что все-таки город сделает упор? Конечно же, подготовка к 6-м международным играм «Дети Азии», она в фокусе внимания городских властей. Здесь мы идем по многим направлениям, начиная от работы по рекламным конструкциям, вокруг которых там определенная дискуссия у нас есть с предпринимательским сообществом, но я уверен, что мы консенсус обязательно найдем, заканчивая вот работами по благоустройству. Здесь какие у нас работы, ну, вот конкретно можно выделить. Конечно, вот ремонт улично-дорожной сети, о ней я уже сказал. Ряд работ мы должны уже к 1 июля, к началу игр «Дети Азии» закончить. Особенно это касается вот тех улиц, которые в центральной части. Дежнева, Тургенева, Пушкина, вот Пояркова, Петровского, Юнского, Кулаковского, они все должны быть сделаны. Автодорожная будет из 4 полос, вот центральные 2 полосы будут сделаны на всем протяжении, а после игр уже остальная часть будет доделываться. Будут делаться внутриквартальные территории, 66-й, 67-й квартал. Будет меняться ограждение, вот, уличные и бордюры на 50 с лишним улицах города. Ну, то есть вот там, где у нас бордюры разбиты, где ограждения у нас разбиты, погнуты, вот, будут вестись работы по замене. Эти работы должны уже с сегодняшнего дня начаться. Там уже по всем направлениям у нас подрядчики уже определены, конкурсы проведены. Будет вестись окраска фасадов многоквартирных домов по ряду образовательных учреждений. Будет работа проводиться. Будут проводиться ограждения захламленных территорий. Хотя вот некоторые говорят, зачем вы это ограждаете, пусть лежит и так далее. Но я считаю, что все-таки мы приглашаем к себе тысячи и тысячи гостей со всей страны. Так, ну и негоже хозяевам там выпячивать свои проблемы. Так, хотя они у нас есть, мы от них никуда не уходим. И вспомнить ту же улицу Лермонтова, как она выглядела, например, в районе даже стадиона Туймада несколько лет назад, когда вдоль нее все эти вот деревянные дома стояли. Так, сейчас там остался один-единственный дом, вот как раз на углу Кирова, Лермонтова. И тот он, я считаю, что в мае месяце уже будет снесен. То есть вот процесс идет, и дома вот эти деревянные вдоль наших улиц и по Дзержинского, и по Лермонтова, в аэропорту они сносятся. И я надеюсь, что эта работа у нас будет продолжена, и дома будут деревянные и дальше сноситься. То есть вот снос деревянных жилых домов у нас тоже в программе подготовки к «Детям Азии» стоит. Конечно же, одной из составных частей, главных частей вот подготовки к празднику является наша акция «Миллион цветов». Еще раз напомню, что к прошлым играм «Дети Азии» мы посадили 300 тысяч цветов. Тогда это казалось очень много. В прошлом году мы уже вышли на цифру 600 тысяч. Вот. А в этом году мы должны выйти на 1 миллион. Здесь у нас идет вот акция по школам. Дети Якутска, «Детям Азии». Порядка 150 тысяч цветов мы от образовательных учреждений получим. Уже сегодня все цифры об этом говорят. И очень хорошо, что вот, в том числе после моего вмешательства, после многочисленных обращений горожан, все-таки вот директора школ пошли все-таки по пути, когда в первую очередь дети сами выращивают цветы, дома ли, в школах ли, целые классы этим занимаются во внеурочное время. Очень вот радостно, когда дети рассказывают, как они цветы сажали, как за ними ухаживают, как их рассаживают, пикируют. Вот это вот как раз привитие любви к городу, к природе наших детей. Это очень важно, этим надо нам самим и родителям, и в школах надо этим заниматься с самого детства. Так? Только тогда мы получим поколение людей, которые не будут там швырять бутылки посередине проспекта, так, а будут, по крайней мере, до урн доносить это все. Вот. Очень большую поддержку мы получаем от учреждений, организаций предпринимателей города, которые тоже будут высаживать территории рядом, прилегающие территории к своим организациям. Ну и, конечно, по линии бюджета у нас заложено 30 миллионов рублей, на которые тоже будет проведена большая работа по озеленению, по высаживанию цветов, по обустройству вот этих круговых развязок, в том числе, которая Портовская, на Вилюйском, на Покровском. В общем, я считаю, что город мы достойно украсим и достойно встретим 6-е международные игры «Дети Азии». У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите вы в прямом эфире, ваш вопрос. Алло, здравствуйте, Арсений Николаев. Вот вы активно ведете социальные сети, да?
Часто ли к вам обращаются с городскими проблемами и решаете ли вы их? Спасибо. Этот вопрос мне тоже достаточно часто задают. На самом деле я в социальных сетях присутствую, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Твиттере, и на них достаточно много пишут горожане по тем или иным проблемам, которые их волнуют. Начиная от личных проблем, ну, в основном пишут по жилищным, земельным каким-то вопросам, заканчивая уже вопросами, которые касаются развития города в целом. Вот. Не на все них я могу отвечать, потому что на самом деле это может занять очень много времени, но все я читаю. Вот. Даю по ряду из них даю поручения для решения них. Ну, вот самый последний пример. Ко мне обратился Алексей Чертовских с Халтурина 6/1 по вопросу вот как раз газового, того, что газ у них отключили, они практически вот месяц без газа сидят. Вот мы с ним находились в переписке, ну, когда я понял, что усилий общественников не хватает. Ну, вот я в прошлые выходные съездил, мы провели совещание с участием прокуратуры, городских служб, Сахатраснефтегаза, управляющей компании. Ну и вот он мне сообщил буквально вот позавчера, что практически по всем стоякам газ пошел, осталось еще там 3 стояка, по которым работа проводится, ну, и в ближайшие дни уже запустятся. Надеюсь, они уже запустились. Так? То есть я в таком общении нахожусь, и когда вот вижу, что вопрос требует реально моего вмешательства, то я реагирую. Алексей Сергеевич, ну и вот по обращениям, вот к нам обратилась жительница города Альбина Егоровна Мырпанова, инвалид первой группы, отличник образования России. Она проживает в аварийном доме по улице Кеша Алексеева, дом 12, квартира 13. Взамен ей предлагают квартиру на птицефабрике, но там нет света, газа, элементарно даже раковины, и более 80 тысяч долга осталось от прежних хозяев. Бабушка совсем старенькая, заплатить сама она не сможет, сделать ремонт тоже. При этом она вас называет своим ангелом-хранителем и очень благодарит за внимание к ней. Она ко мне приходила на прием, я в рамках личного приема как раз ее встречал, дал поручение, потому что у нее на самом деле аварийная квартира была абсолютно, дал поручение подыскать другое жилье. Ну вот нашли, но как всегда нашли с ошибками. Она ко мне тоже обратилась, я 3 дня назад дал поручение, чтобы все-таки департамент жилищных отношений вместе с управой автодорожного округа какой-нибудь, маломальски приличный ремонт в квартире сделали. Ну и вот по долгу, который остался от прежних хозяев, с управляющей компанией отработали, чтобы это дело было заморожено, ну и на старого человека это все не взваливали. Я думаю, что решение исполнит. Алексей Сергеевич, ну и вы как-то говорили о том, что Якутск пытается попасть в программу Организации Объединенных Наций по развитию населенных пунктов. Как проходит процесс включения столицы и что это нам даст? Почему пытается? Мы практически включены в программу профилирования жизнеспособности городов мира по линии ООН. Эта программа начала действовать с 2014 года, и она для чего предназначена? Развитие городов – это, конечно, общий мировой тренд. Это не только у нас в Якутии или в России города растут, а за счет оттока населения сельской местности. Это во всем мире. К 2050 году, по подсчетам социологов, где-то порядка 74% населения мира будет жить в городах. Сегодня это 52%. При этом у всех городов, крупных городов, в принципе, проблемы в развитии одни и те же. Вот. Если так по большому счету. Конечно, есть уникальные свои там особенности у каждого города, но в целом проблемы все одни и те же, и их решение на самом деле должно идти по каким-то определенным алгоритмам, которые для всех одинаковые. И вот сейчас по линии ООН, Организации Объединенных Наций, идет работа по составлению такого профиля, который бы позволял городскому властям в любой точке мира, следуя определенным ходам, достигать наибольшей эффективности для повышения качества жизни горожан. И сейчас 60 городов по всему миру отобрано, в которых эти программы будут делаться, обкатываться, готовиться для того, чтобы потом это было на уже мировом уровне принято и уже дальше распространялось. Из России отобрано 2 города. Это Санкт-Петербург и город Якутск. Мы отобраны как город с самыми экстремальными условиями жизни в мире. С точки зрения перепада температуры, с точки зрения того, что мы самый крупный город в мире на вечной мерзлоте, о чем мы иногда забываем, когда тоже состояние дорог, например, критикуем. И вот мы уже попали в эту программу, сейчас работа идет уже по конкретным управленческим решениям, которые должны быть приняты и на уровне города, для того, чтобы мы уже могли в этой программе реально начать. Что это нам даст? Нам даст возможность приобщения к самым передовым мировым технологиям, мировому опыту, мировым практикам. И в конце концов, если нас будут консультировать ведущие эксперты и российские, и мировые, конечно, для города это будет только благо.
Арсений Сергеевич, на прямой линии со студией еще есть один телезритель. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Ваш вопрос мэру столицы. Здравствуйте. Здравствуйте. Арсений Сергеевич, СМИ пишут, что на начальника департамента градостроительного Шкляра заведено уголовное дело. Что в деле замешан ваш заместитель Егор Попов? Писали нелицеприятный о бизнесе его жены. Что вы скажете по этому поводу? Ну, ситуация здесь достаточно сложная. Так, что касается той статьи, которая была про бизнес супруги Егора Сергеевича Попова, здесь я могу сказать, что, на мой взгляд, это спор хозяйствующих субъектов, которые они должны решать, в том числе и через антимонопольные структуры, через суды. Это не вопрос городских властей, потому что никаких контрактов с этими компаниями у городских властей нет. Вот. А каждый гражданин страны у нас имеет в рамках позволенного и бизнес свой вести. Вот. Что касается земельного дела, здесь ситуация, конечно, гораздо сложнее. А это дело идет с 2011 года, когда предприниматель Олесов получил ряд земельных участков, в том числе по объездному шоссе, где авторынок. И следствие считает, что это было сделано с нарушением законов. В рамках этих работ у него в 2011 году работал Шкляр, который тогда еще не работал в городской администрации. Вот. И сейчас ведется следствие, по которому считается, что по Олесову и по Шкляру есть наличие каких-то связей, которые позволяют квалифицировать их действия как преступные. Поэтому Шкляр у нас моим решением был отстранен на период следствия от должности, и сейчас ждем, какие результаты следствия нам предстоят. Официальных писем от следствия мы, кстати, еще ни одно не получили. Вот, могу вот так сказать. Что касается Попова Егора Сергеевича, здесь тоже следствие, насколько я знаю, рассматривается его роль в выделении этих земельных участков в 2011-2012 годах. И после заявления начальника следственной части МВД Мамчура о возможной причастности, опять же, Попова Егора Сергеевича к возможным правонарушениям. Мною вчера принято, на самом деле, для меня не очень простое решение, но я принял решение тоже провести служебное расследование в отношении этих фактов. И на период служебного расследования Егор Сергеевич Попов тоже отстранен от занимаемой должности. Все ясно. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Арсений Егорович, нынче потеплело пораньше. Хотелось бы попросить, чтобы на дачу в Илювскую сторону пустили автобусы пораньше. Возможно это или нет? Спасибо. Я думаю, что такой вопрос возможно рассмотреть. Я просил бы вас, и если возможно, есть еще какие-то жители, которые разделяют ваше мнение, обратиться с письмом в мой адрес или в адрес моего заместителя Ефремова Петра Семеновича с тем, чтобы мы по регламенту рассмотрели ваше заявление совместно с транспортными нашими службами и потом уже по итогам рассмотрения приняли решение. Вот. Еще раз говорю, любые обращения граждан, которые поступают на наш адрес по изменению маршрутов, по времени движения автобусов, мы всегда рассматриваем. Но еще раз говорю, когда есть согласованное мнение большинства, мы принимаем эти решения. Арсений Сергеевич, мы часто говорим о городах-побратимах. Сколько сегодня их у нашего города? Какая практическая польза от этого? И как раз на днях вы собираетесь в Грецию. Расскажите тоже. У нас 7 городов-побратимов в самых разных точках мира, начиная от Канады, Соединенных Штатов, Япония, Китай, Древняя Греция, Древняя Олимпия. Конечно, сотрудничество с ними нам очень важно. Почему? Потому что города не могут существовать в самоизоляции, отдельно ни от кого, так не впитывая тот опыт, который есть в мире, не делясь своим опытом. И с этой точки зрения я считаю, что у нас достаточно продуктивно идет обмен. Не обязательно ездить там друг к другу большими делегациями, но тоже общение, которое у нас идет через интернет, оно достаточно продуктивно по ряду таких, очень важных, в том числе экономических направлений. Взять тот же Харбин, я вообще считаю, что тот прорыв, который у нас есть в республике и в городе по китайскому направлению, он как раз связан с тем, что город Якутск является побратимом города Харбина. Мы в самые непростые годы принимали участие в Харбинской ярмарке международной экономической, так налаживали связи. И через побратимские связи, конечно, мы смогли привлечь и Джоду на 17-й квартал, мы смогли привлечь китайских инвесторов, которые сегодня уже продукцию ФПК Якутия продают там в десятках, сотнях торговых точек по Китайской Народной Республике. Есть множество таких связей уже предпринимателей на более низком уровне.
такой низовом, да, но это все как раз укрепляет экономику и города Якутска в том числе. Я в этом уверен. Взять ту же Древнюю Олимпию, через как раз установление побратимских связей с этим городом, у которого всего лишь 9 городов-побратимов, тоже, так, мы смогли на самом деле очень серьезно популяризировать Дети Азии. Вот именно встречи с тем же президентом Международного олимпийского комитета Бахом, они же проходили не где-нибудь, а как раз в рамках зажжения олимпийского огня для Сочи, в котором участвовали дети из города Якутска. И во время этого как раз в составе нашей делегации был Глушко Дмитрий Евгеньевич, который как раз вот тогда мы с ним встретились с Бахом, поговорили о детях Азии, и вот в том, что сегодня вот такой всплеск поддержки со стороны и Международного олимпийского комитета, и Олимпийского комитета Азии наших игр, это во многом как раз благодаря вот тем событиям. И сейчас как раз 21 апреля будет зажигаться олимпийский огонь для Рио-де-Жанейро, в котором в августе пройдут Олимпийские игры, и детям нашего города предоставлено в очередной раз право одними из первых нести олимпийский огонь по улицам Древней Олимпии. Конечно, не самые первые, так как в тот раз, да. Все-таки не мы страна-организатор, но мы одними из первых как раз понесем этот огонь. 5 детей у нас собраны по результатам конкурса, там, по показателям в области культуры, спорта, учебы. И вот я тоже приглашен, выйду туда вместе с делегацией опять нашей Дети Азии, с участием представителей Национального олимпийского комитета России, которые входят в состав делегации города Якутска. И мы примем, опять же, участие в тех мероприятиях, которые Международный олимпийский комитет там проводит. И наша задача, опять же, популяризация игр Дети Азии. Это уже становится таким мировым брендом, который, я считаю, вот, с учетом того, что сейчас ведутся речи о том, чтобы Дети Азии в следующий раз не проводились в городе Якутске, а проводились где-то в другой стране, мы должны этот бренд за собой сохранить обязательно. Чтобы где бы эти игры не проходили, всегда все знали, что это бренд города Якутска, бренд Республики Саха-Якутия. Арсений Сергеевич, ну я думаю, что город уже начал готовиться к национальному празднику СЭХ. Каждый год он проходит вот с каким-то определенным масштабом, придумывается что-то новое интересное. Вот какие планы на этот год? Да, мы уже несколько раз проводили оргкомитет по СЭХу. СЭХ – это, безусловно, главный праздник нашего города. Это самый крупный национальный праздник на территории всей нашей страны. Мы все вместе сделали его таким. В этом году праздник будет посвящен как раз Году труда, возвеличиванию человека труда. В рамках него будут проводиться, например, такие нововведения, как конкурсы кузнецов, игры коневодов, будут проводиться конкурс трудовых династий города Якутска, тоже вот такое нововведение. То есть, ну и, конечно же, все наши традиционные мероприятия, они пройдут. Так? То есть будут у нас даже не десятки, а практически 100 с лишним разных мероприятий в рамках СЭХа. Я думаю, что он пройдет на очень хорошем, высоком уровне. Тем более в этом году мы полностью вот сейчас перестраиваем трибуны. Работы там уже полным ходом идут по строительству трибун для центра Кумусабития, где у нас традиционно проходит открытие СЭХа. У нас трибуны будут на 10 тысяч человек. Если вы помните, ну даже мало кто об этом знает, но наши старые трибуны, они были рассчитаны на 2500 человек. То есть практически у нас в 4 раза будут больше людей уже иметь возможность смотреть на этот праздник. Это мы сделали именно идя навстречу пожеланиям наших ветеранов, наших вот, общественников, которые ну, вот, все настаивали, что говорили, как всегда, что только одни начальники смотрят открытие СЭХа и гости так, а народу тоже хочется смотреть, в том числе и вот старшее поколение. Вот я, идя навстречу этим людям, принял такое решение. Ну, была определенная критика, но я думаю, что когда эти трибуны будут построены, критики уже не будет. Вот. Ну, как раз во время СЭХа вот пройдет конференция «Города и люди». Вот какая будет тема на этот раз? Тема она будет посвящена как раз решениям, актуальным для развития городов. И здесь большая работа идет с Общественной палатой Российской Федерации, с нашими структурами. У нас официальные партнеры — это Северо-Восточный федеральный университет. Мы надеемся, что вот Министерство гражданских инициатив, которое сейчас создано в правительстве республики, тоже выступит официальным партнером. И, конечно, нам хотелось бы по самым разным сторонам городского развития, начиная от экономики, заканчивая вот вопросами общественного развития, обсудить эти вопросы не только с участием вот
наших внутриреспубликанских коллег, а с участием уже друзей из других регионов Российской Федерации, из других стран. В том числе вот как раз будут представители и ООН, и объединенных городов, местных властей, организаций. И я считаю, что пройдет на очень хорошем, нужном уровне. Так? И это, конечно же, поможет дальнейшему развитию нашего города Якутска. Арсений Сергеевич, ну и вопрос, как Якутск все-таки готовится к 1 мая, потому что это все-таки праздник весны и труда, а у нас год труда. Да, мы в этом году как раз вот году труда демонстрацию первомайскую посвящаем. Пройдет традиционно 1 мая с 11 часов. Готовность серьезная, хорошая. Так. Вместе с тем, конечно, это воскресенье, так, это выходной день, но и Пасха. Вот. Я думаю, что некоторые боятся, что народу будет меньше. Так. Я считаю, что наоборот, как раз вот такой светлый праздничный день, народ еще больше выйдет на улицы города Якутска. И мы этот праздник, который всегда мы отмечаем одним из самых таких в Российской Федерации многочисленно, так активно, тоже мы отметим дружно и восславим человека труда. Арсений Сергеевич, выдадим последний звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. В прошлом году была акция «Вызов кузов». Вот. Есть ли планы продолжить ее и в этом году? Очень коротко. Спасибо. «Вызов кузов» нужная акция, и в этом году вот уже, насколько я знаю, молодые ребята, вот наше управление молодежи, они уже два кузова вывезли, уже вызов брошен, ну и надеюсь, что эта акция будет продолжаться. В результате этой акции в прошлом году у нас 335 кузовов из города Якутска было вывезено, так? Поэтому такую общественную инициативу мы, конечно, должны поддерживать, и она будет поддерживаться. Арсений Сергеевич, буквально 2 минуты остаются. Вопрос от жителей дома по улице Орджоникидзе, 25, дом 42-го года постройки. В очень плохом состоянии, есть только отопление, однако при этом сносить дом, по словам жителей, не собираются. Вопрос жилья всех. Буквально вот на прошлой неделе у меня был прием жителей по Центральному округу, и как раз представители Орджоникидзе 25, они у нас были. Там ситуация в чем, ну, как бы усложнена? Тем, что дом аварийным был признан только вот в 2014 году. Хотя, кажется, документы были в 1993 году, какие-то начинали оформляться, но до конца, как всегда, у нас, к сожалению, бывает, не довели в то время. И официально мы его дом объявили в 2014 году только аварийным. Поэтому он программа вот расселения, которая сейчас идет по 2017 году, он не попадает. Он может попасть потом. Более того, ситуация еще осложнена тем, что эта земля в свое время была закреплена за судебным департаментом, ну, федеральными органами власти. Так, они должны были как раз в рамках своей работы снести вот эти 2 дома, которые там стояли, построить там здание судебного департамента. Один дом уже сгорел, мы его расселили полностью. Второй дом они, пока ссылаясь на недостаток средств, не расселяют. Поэтому с нашей стороны направлено письмо в адрес судебного департамента, чтобы они отказались от этой земли, и тогда уже город сам будет за счет собственных средств или привлеченных средств расселять данный дом. Ну и на этом месте, конечно, построить там жилой дом и так далее не получится, ни торговых центров. Мы все-таки рассматриваем вопросы постройки там многоуровневой муниципальной парковки. Арсений Сергеевич, ну и минутка еще мне сообщают остается вот по субботникам. Субботники у нас начались. Я благодарю всех тех, кто участвует в этих субботниках. Это крайне важно, это нужно после вот как раз долгой зимы, когда у нас вот снег тает, из-под снега вылезает все то, что мы туда горожане накидали за это время. И вот как раз с помощью субботников мы более быстрыми темпами приводим город наш в чистоту. Так, работа эта идет. У нас объявлены акции и по городскому полигону по бесплатному приему мусора по четвергам, по пятницам. Население и предприятия достаточно активно участвуют. Я уверен, что вот, еще раз говорю, у нас в Якутске вообще народ очень на такие общественные мероприятия очень идет охотно, и мероприятия эти проводятся активно, и уверен, что и в этом году они пройдут на высоком уровне. Ну что ж, Арсений Сергеевич, огромное спасибо, что в это субботнее утро вы пришли к нам в студию. Спасибо вам за прямой разговор. Я напомню, что программа выходит по субботам на телеканале «Россия». Всего вам доброго. До встречи.